Доброе утро, Якутия! Мы начинаем новый телевизионный сезон на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Это «Утро Якутии». Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня 11 сентября. Начинаем новую рабочую неделю. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью, позитивом и узнавайте о самых последних интересных событиях к этому дню. А теперь давайте узнаем, о чем мы вам сегодня расскажем в нашем эфире. Постоянная усталость, отсутствие мотивации, эмоциональная подавленность. Как бороться с осенней депрессией? Поговорим об этом с семейным психологом Аленой Шкулепа. Узнаем о способах борьбы с осенней хандрой. Кстати, осенью большинство владельцев квартир приступают к ремонту, но заботятся они только о том, как быстро и недорого сделать ремонт. Как же сделать ремонт и не потерять свои деньги, расскажем об этом в рубрике «Советы юриста». Смарт-библиотека объявляет набор старшеклассников города Якутска на проакселератор «Мой первый бизнес». Проект предназначен для школьников 9-11 классов города Якутска, которые интересуются предпринимательской деятельностью. Страусы, индюки и павлины. Обилие экзотических пернатых в городе Мирный сегодня не редкость. Комфортно ли таким птицам жить в условиях крайнего севера, расскажут наши коллеги. Ну а далее давайте знакомиться с погодой на сегодняшний день. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 0,3 градуса. В Заречной группе 1,5, в Южной 0,1, в Вилюйской группе от 0 до 3 градусов, в Нижнеленских 1,5. В западных от -3 до +4 градусов. В Колымы-Дигирской группе от 0 до 7. В Янских от -7 до +1. На северо-западе 2,7 со знаком плюс. Температура в городе Якутске на 6 часов утра составила +3 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. А днем нам обещают без существенных осадков. Ветер подует юго-западный со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов тепла. Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. О других датах и событиях этого дня в нашей традиционной рубрике. Сегодня Всероссийский день трезвости, День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил России, День граненого стакана. По народному календарю сегодня день усекновения главы Иоанна Предтечи. Этот праздник еще называют Головосек. На усекновение главы Иоанна Предтечи верующие соблюдают однодневный пост. Следовательно, нельзя в этот день есть мясные и молочные продукты. По церковному уставу рыбу в праздник также нельзя есть. По народной традиции на усекновение главы Иоанна Предтечи накрывали столы и приглашали малоимущих, однако веселиться, петь и водить хороводы 11 сентября нельзя было. По народной традиции в этот день со специальными молитвами собирали корнеплоды, в частности свеклу и морковь. Люди считали, что именно в усекновении главы Иоанна Предтечи все корневые овощи созревают полностью. Это день в истории. В 1813 году в Санкт-Петербурге открыт Каменноостровский мост. В 1855 на базе старших классов Михайловского артиллерийского училища в Санкт-Петербурге образована Михайловская военная артиллерийская академия. В 1882 в Москве открыт один из первых в России частных драматических театров – театр Корша. В 1918 декретом Совнаркома в России введена метрическая система мер и весов. В 1927 произошло землетрясение на южном берегу Крыма, приведшее к множественным разрушениям от Севастополя до Феодосии. Именно это землетрясение попало в сюжет романа «12 стульев». В 1952 состоялась премьера 6-й симфонии Сергея Прокофьева. В 1957 Президиум Верховного Совета СССР постановил прекратить присвоение городам и заводам имен партийных деятелей при их жизни.
В 2001 террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон. В 2007 в России испытана авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, наиболее мощный неядерный боеприпас в мире. В этот день родились в 1804 Александр Полежаев, русский поэт, переводчик. В 1846 Анна Достоевская, русская мемуаристка, вторая жена Достоевского. В 1882 Борис Житков, русский советский писатель, автор книг для детей. В 1900 Семен Лавочкин, советский авиаконструктор, создатель самолетов ЛАК-ИЛА. В 1937 родился Иосиф Кобзон, эстрадный певец и общественный деятель, а также народный артист СССР. В 1966 появилась на свет Лада Дэнс, настоящая фамилия Волкова, российская певица. Именины сегодня отмечает Иван. Доброе утро, это «Утро Якутии». Смарт-библиотека объявляет набор старшеклассников города Якутска на преакселератор «Мой первый бизнес». Проект предназначен для школьников 9-11 классов столицы, которые интересуются предпринимательской деятельностью. И сегодня в нашей студии организатор преакселератора «Мой первый бизнес» Розалия Ксенофонтова. Роза, доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала давай немножко поговорим, да, преакселератор, он проводится во второй раз. Вообще, что он из себя представляет, что это за проект? Это проект смарт-библиотеки. Он у нас организуется в рамках еще большего проекта «Финансовая грамотность», который охватывает и детей дошкольного возраста, школьного, старшее поколение, ну и, в общем, все население. Да? И вот в прошлом году мы решили, что пора взяться за подростков, которые очень интересуются предпринимательской деятельностью, и нужна какая-то такая площадка, которая помогла бы им понять, что такое бизнес, к чему нужно быть готовым, как можно идею превратить в проект стартапа. И вот так у нас зародился этот проект преакселератор «Мой первый бизнес», и в прошлом году он проходил тоже в эти же дни у нас, да, тоже активно шел набор, и 16 октября, по-моему, также он в прошлом году стартовал, и в течение 8 недель ребята у нас обучались по 5 разным блокам. И мы пришли к выводу, что действительно дети очень сильно интересуются предпринимательской деятельностью, очень они заряжены на такую деятельность, да, очень хотят иметь свой бизнес, и проекты, которые они представили по окончании вообще проекта, были самые разные, от автоматов хватаек, да, которые вот подают еду, нужно как игровые такие автоматы, до комнаты стресса, когда ты заходишь, бьешь тарелки, да, то есть такое экологичное выведение стресса. Были проекты, представляющие собой дизайнерскую одежду, новые виды худи представили нам ребята, и также был у нас проект по настольным играм, по финансовой грамотности как раз-таки. Победил проект, который представил комнату стресса, Boom Room называется. Второе место у нас занял проект по одежде, как раз-таки. Третье место — это игра настольная по финансовой грамотности. Если говорить о том, что получают команды победителей, то в прошлом году вот три первых места они получили небольшие инвестиции в виде денег на то, чтобы они могли начать реализовывать свой бизнес. В жизни. Да, в жизни. И в этом году у нас также лучшая команда получит инвестирование в свой стартап, и это может стать таким стартовой площадкой для того, чтобы уже начать заниматься бизнесом в школьное время, в школьные годы, потому что по законам нашей страны, да, уже начиная с 14-16 лет ребенок может начать заниматься предпринимательской деятельностью. Ну а насколько вот получили, да, материальную какую-то поддержку, да, трое победителей преакселератора, а насколько вот уже сегодня они реализуют, воплощают это в жизнь? Ну, первая команда сейчас, мы, получается, вместе с ними совместно ищем площадку, где они бы могли открыться, перебрали очень много разных вариантов, и до сегодняшнего дня у нас идут переговоры, где они могут начать уже устанавливать свое оборудование и так далее. Команда очень заряжена на то, чтобы все-таки открыть свое дело. Участники преакселератора
акселератора сами предлагают какие-то проекты или какая-то есть помощь со стороны там, преподавателей, да? Мгм. Получается, что каждый ребенок, 30 детей мы набираем в течение 6 недель в этот раз, да, они обучаются по тоже 5 разным блокам, и дети начинают в течение всего этого курса думать над проектом. Если честно, очень много разных проектов, потому что они делятся на команды, и у каждого уже есть своя идея. Кто-то изначально хочет там заниматься производством, кто-то обслуживанием, да, кто-то вообще там в IT какие-то у него идеи. И в итоге команда выбирает лучший такой проект, начинает ее уже улучшать, и наши лекторы, они также им помогают обосновать идею и перебрать, то есть материалы, помогают изучить целевую аудиторию, проблематику, насколько этот проект у нас в Якутии, учитывая региональные особенности, будет актуальным, а какой проект нет. И таким образом очень много проектов у ребят отсеивалось. Бывало, что в течение одного дня они перебирали целых 3 идеи и оставляли: нет, мы решили начать вот это, нет, оказывается, это не подходит, нам нужно что-то другое. И вот таким образом они сами выбирают и сами, да, придумывают какой-то стартап. А вот что, какие темы больше интересуют все-таки школьников? Мы поняли, что это все-таки что-то, касающееся креативных индустрий. Вот, и в этом году по большей части у нас темы лекций будут направлены именно на креативную экономику, креативные индустрии. Будут лекции по дизайн-мышлению, по тому, как генерировать новые идеи, как создавать из привычных вещей что-то новое, да? И, конечно же, мы хотим сделать встречу с резидентами квартала труда, то есть это вот, ну, самое такое место, где сосредоточены все предприниматели у нас в креативной сфере. Ну, набор еще идет, можно ли успеть, да? Самый главный вопрос. Обязательно можно успеть. До четверга можно будет заполнить заявку. Она у нас очень простая. Пару вопросов плюс мотивационное письмо. Если ребята захотят узнать, где, как, да, адреса, пароли, явки, то вам нужно позвонить в смарт-библиотеку, спросить проект при акселератор «Мой первый бизнес». Вам подскажут, куда позвонить дальше, куда зайти на сайт, на что кликнуть, и можно будет уже подать заявку. Что ж, отлично, по-моему, отличная идея, да, чтобы воплотить свои мечты, да, уже напомню, что для 9-11 классов, да, школ города Якутска при акселератор все еще вот набирает, да, желающих. Отличная идея открыть свой бизнес, несмотря на возраст. Спасибо. Действительно здорово. Розалия, огромное спасибо, отличного дня. Ждем еще снова в нашей студии с новыми хорошими новостями. Спасибо. Спасибо большое. Ну а далее мы прервемся ненадолго. Передаю слово нашим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами. Доброе утро, мы продолжаем. Медведица Харчана из Ленинградского зоопарка наслаждается новой игрушкой связкой канистр. Давайте посмотрим. Всегда рады новостям из Ленинградского зоопарка. Особенно, согласитесь, переживаем за нашу дорогую Харчану. А страусы, индюки и павлины. Обилие экзотических пернатых в холодном мирном сегодня не редкость. Одни заводят птиц для хозяйства, другие в качестве питомцев. Однако комфортно ли таким птицам жить в условиях крайнего севера? Какие факторы нужно учитывать, чтобы вырастить в алмазной столице страуса? Узнавала Анна Брянская. Девочка, Симочка, пойдем кушать. Симочка, пойдем кушать. Пойдем сюда. Пойдем, не бойся. Симочка не прочь похрустеть зеленой травкой, но гости с камерой мешают насладиться трапезой. Двухлетняя страусиха – довольно стеснительная особа и уникальная. Не каждый день увидишь страуса на крайнем севере. Завести экзотическую птицу пенсионерку Аллу Дубченко побудила любовь к животным и большое количество свободного времени. В Иркутске купила 3 яйца, вылупилось только одно. Однако и с единственным птенцом забот хватает. Первые месяцы вообще для индюка и для страуса идет специализированные корма, которые должно быть содержание протеина, калорий, которые должны, простым кормом так их, на ножки не подымешь. Толк в содержании животных жительница Мирного знает. В ее хозяйстве и куры, и индюшки. И если с
домашними птицами все предельно понятно, то с экзотикой нужно учитывать многие факторы. Конечно же, пострадает кошелек. Зимой страус питается комбикормом, а это минимум 2000 рублей в месяц. Орнитологи говорят, жилище для таких питомцев тоже нужно продумать и обустроить теплые помещения со светом. Им, конечно же, здесь не будет очень комфортно, они будут в зимний период находиться в помещениях, а зима у нас длится, получается, практически от октября месяца до апреля, и все это время они будут находиться в помещении. Но от павлинов в парке «Живые алмазы» экзотическими уже можно не называть. Они здесь живут больше 5 лет, практически коренные якутяне. Когда в парк Мирного привезли первых павлинов, работники скептически подытожили – не выживут. Но ошиблись. Жар птицам и погода подошла, и питание. Ежедневно едят свежую зелень. Любой специалист скажет, главный показатель комфортного существования – потомство. Мирнинские павлины гнездятся каждую весну. Сегодня в павлинарии «Живых алмазов» Якутии 12 голов, 3 птенцы. Следующего лета мы их начали выпускать на волю. Они летом в это время как-то самочки ушли. Мы думали, звери сожрали или что, испугались. Потом через месяц они с птенцами пришли. И мы до того удивились и радовались, что они, оказывается, пережились у нас. Экзотических птиц можно сравнить с детьми. Прежде чем завести, стоит хорошо подумать. Заранее подготовить теплое, уютное и светлое помещение, запастись кормом с протеинами и белками, чтобы в зиму пернатые не испытывали дефицита витаминов, а также раз в полгода проверять у ветеринара и проводить профилактическое лечение. Анна Брущенкова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». А осенью большинство владельцев квартир приступают к ремонту, но заботятся только о том, как быстро и недорого сделать ремонт. Владельцы порой не задумываются о смете, ответственности рабочих и сроке гарантии на работы, а потом ищут опытного юриста, чтобы годами судиться со строителями. Как сделать ремонт и не потерять свои деньги, расскажет Вероника Тамтосова. Доброе утро, дорогие телезрители! Потихоньку подходит к концу у нас летний сезон, но еще есть время сделать ремонт в любимой квартире. Итак, сегодня повторяем правила заключения договора подряда на ремонтные работы. Речь идет именно о бытовых подрядах, которые на ремонт квартиры. Безусловно, аналогичные требования существуют и в договоре более сложных подрядов, то есть на строительство дачи, дома, еще чего-то, но мы сегодня рассмотрим именно маленький ремонт. Итак, захотели отремонтировать комнату. Что нужно указать в договоре? Нашли подрядчика, вроде бы все хорошо, читаем договор. Итак, в предмете указываем, что мы ремонтируем комнату определенной площади. На схеме наносим, какую комнату мы хотим отремонтировать, какая площадь стен, какая площадь потолка, какая площадь полов. Для чего мы это делаем? Чтобы в последующем определить стоимость ремонтных работ. Делаем комнату полностью, поэтому учитываем, что стоимость 1 квадратного метра поклейки обоев столько-то, 1 квадратного метра, допустим, укладки пола столько-то. Тогда в последующем, если у нас будут претензии к небольшим дефектам, в небольших квадратах мы сможем это предъявить. И, допустим, если это не нуждается в переделке или во внесении изменений, то есть, в общем-то, вы готовы с небольшим дефектом смириться, но стоимость можно будет на эту сумму уменьшить. Поэтому расписываем все подробно. Если материалы закупает подрядчик самостоятельно, нам нужно обязательно указать в договоре, какие материалы мы хотим видеть. Вот хотим мы керамогранит определенной фирмы, прописали, увидели, что не тот, попросили заменить, указали на договор, что обязательно он самостоятельный. Итак, если у нас происходит сложный демонтаж, это касается особенно ремонта у нас ванных комнат. Почему? Потому что тогда снимается кафель, образуется негабаритный мусор. Это очень важно, потому что зачастую бывают споры с соседями, потому что мешки строители оставили, и дальше вы вроде претензий предъявляете, почему вы их не вынесли, а вам говорят, у нас в договоре не указано, что мы выносим мусор. Мы из квартиры вынесли, а дальше вы самостоятельно. Поэтому, если подразумевают, что демонтируют окна, демонтируют полы, демонтируют плитку, не дай бог там выносят ванну, то все это обязательно прописываем в договоре. То есть прописываем, что негабаритный мусор после демонтажных работ выносит подрядчик путем вывоза с территории многоквартирного жилого дома. Почему это очень важно? Потому что если он просто вынесет их, соответственно, на место сбора мусора, к вам могут предъявить претензии, потому что негабаритный мусор образован не многоквартирным домом. У нас в управляющей компании в договоре он не указан, то есть у нас бытовые отходы, а здесь уже это не совсем бытовые отходы, вас могут обязать за свой счет это вывозить. Поэтому во избежание проблем с соседями, с управляющей компанией тоже это все внимательно прописываем. Прописываем, что
Подрядчик обязуется не только собрать, вынести из квартиры, но и вывести с территории многоквартирного дома и утилизировать соответствующие требования. То есть вывести на свалку в установленном порядке, ну или заключить договор того, кто будет это вывозить. Все прописали, разобрались с мусором, вроде бы все хорошо. Дальше. Ну, бывает такое, что материалы вовремя не поступили, рабочие заболели, все бывает. Указываем сразу неустойку за просрочку исполнения. То есть, ну, бывает, что и из квартиры приходится к родственникам выезжать, да, или временно снимать какую-то жилплощадь. Это затраты, поэтому рассчитывали на месяц, а ремонт растянулся на 3. Обязательно прописали, что за каждый день просрочки взыскивается определенная неустойка. Все, тогда мы будем спокойны, что если вдруг ремонт затянется, у нас будет мера влияния на подрядчика, чтобы он закончил ремонт быстрее. Напоминаем, что информация о месте нахождения подрядчика, да, о том, когда, получается, он зарегистрирован как юридическое лицо, имеется на сайте Федеральной налоговой службы. То есть это публичная информация, можно все посмотреть. Конечно, лучше выбирать подрядчиков, у которых опыт побольше, у которых рекомендуют, у которых есть официальный местонахождение, да, какой-то офис, да, куда можно прийти, пожаловаться, предъявить претензию, поставить входящий номер на ваши уведомления о недостатках и так далее. Дальше, что еще можно посмотреть? То есть разобрались с юридическим лицом, гарантийный срок. Обязательно, чтобы он был прописан, чтобы была уверенность в том, что вот если в случае недостатков, которые сразу не видны, вскроются, вы могли обратиться. Ну и напоминаем, что приемка работ происходит по акту. Следовательно, прежде чем его подписывать, от радости, что наконец-то ремонт закончился, нужно все внимательно осмотреть. Если вы с чем-то не согласны, вы можете акт либо не подписывать, либо прописать, что установлены те-то недостатки. То есть работы приняты, но с недостатками. Следовательно, устанавливается соглашением срок устранения недостатков, либо, если эти недостатки не глобальные, как я уже говорила, можно установить уменьшение стоимости оплаты в связи с тем, что выявлены вот такие недостатки. Желаем вам приятных ремонтов, чтобы они заканчивались только отличной новой обстановкой. Хорошего дня! Нерюнгринский музей «История освоения Южной Якутии» имени Пьянкова является одним из ведущих музейных учреждений нашей республики. В фондах музея содержится более 60 тысяч предметов. Основными являются коллекции документов, фотоснимков, и негативов и слайдов, печатных изданий, этнографии, археологии, естественно-научная и художественная коллекции. Особый интерес у посетителей вызывают предметы старины, о которых мы расскажем вам далее. Снова с вами Нерюнгринский музей. Сегодня я вам представлю предметы, которые были привезены нами из экспедиции летом 2012 года. Эта экспедиция была организована в рамках акции «Арктика. Территория открытий», посвященная 365-летию открытия экспедиции Семена Дежнева пролива между Азией и Америкой. В этой экспедиции принимал участие директор музея Сергей Анатольевич Воробьев. Предметы, поступившие к нам в фонды, были очень уникальные. В основном они относятся к этнографической коллекции. Это предметы, которые отражают быт русской деревни конца XIX – начала XX века. В фонды музея поступило более 122 предметов. И с некоторыми из них я вас познакомлю. Это в основном предметы, которые передала нам жительница деревни Тиит-Арии Винокурова Евдокия. И были изготовлены они собственноручно ее отцом, потомственным ямщиком. Вот смотрите, такая палочка. Казалось бы, ничего в ней такого нет, но на самом деле это шаблон для плетения сетей. Гладко выструганная, с закругленным концом, и на втором конце вы видите два рожка, которые как раз и давали плести равномерно рыболовную сеть. Еще посмотрите один предмет, тоже очень интересный, и, казалось бы, сразу и не поймешь, что это такое. На самом деле это тавро, то есть клеймо для клеймения крупного рогатого скота, когда на коже животного или на его рогах ставилось это клеймо. Гладко выструганная ручка и металлический прут, загнутый в определенном
положении. Здесь мы видим закругленные два овала. Вот нужно было раскалить этот пруд и затем уже на коже животного или на рогах сделать клеймо. Это клеймо уже давало знать о том, что это животное принадлежит именно этому хозяину и никому другому. Еще один предмет у нас тоже очень интересный. Не сразу догадаешься, что же это такое. На самом деле это не что иное, как сельскохозяйственное орудие, которое применялось при уборке сена. В стог складывали сено, и затем этой сечкой это сено разбивали. Длинная ручка до 1,5 метра и такой металлический, рабочая часть в виде металлического круга с острыми краями на концах. Сечка для того, чтобы измельчить сено. И вот у нас еще один предмет, очень интересный, поскольку в хозяйстве было очень много скота, лошади, коровы, быки, поэтому при забое шкуру обязательно обрабатывали. Затем из нее делали уже различные предметы. Это не что иное, как кожемялка. Кожемялка, которая тоже была изготовлена собственноручно. Чисто деревянное изделие прямоугольной формы, выстругана топором, и вы видите, здесь верхняя часть выдолблена в виде корыта, куда между ними помещена вот такая ручка шарнирно закрепленная, и на которой есть 12 зубцов. Вот с помощью этих зубцов и производилась обработка шкуры животных. Вот эти небольшие предметы, которые я вам показала, небольшая часть этих предметов и составляют как раз нашу этнографическую коллекцию. Желаю всего вам доброго. Приятный вечер в ресторане – это не только выбор блюд, интересные разговоры и хорошая компания, но еще и знание некоторых правил этикета, которые помогут сделать встречу комфортной для всех и не совершить ошибок. Знание и понимание того, как вести себя в зависимости от места, где вы находитесь, придадут вам уверенности в себе, позволят не отвлекаться от приятной беседы и помогут произвести приятное впечатление. Телефону, как и локтям, не место рядом с тарелками. Лучше убрать его в сумку или карман на время трапезы. Кстати, о сумках. Класть их на стол строго запрещено. Ставить ее на пол тоже не советую. Эксперты этикета рекомендуют класть сумку рядом или за собой. В ресторане вам могут понадобиться несколько видов салфеток. Тканевую нужно положить на колени после того, как вы сделали заказ. Она поможет не испачкать одежду. Вытирать руки и лицо тканевой салфеткой по правилам этикета нельзя. Если вы собрались выйти из-за стола, положите ее слева от тарелки. Бумажные салфетки предназначены для того, чтобы убирать остатки пищи с рук и рта. Использованные бумажные салфетки должны лежать также слева от тарелки в сложенном виде. Не кладите их в тарелки, это противоречит этикету. Еще одно важное правило, которое нужно запомнить раз и навсегда – за столом не следует использовать зубочистки, даже прикрывая рот рукой. Этим вы привлечете еще больше внимания. Все гигиенические процедуры должны проводиться в туалетной комнате без свидетелей. Казалось бы, что может быть проще, чем взять со стола бокал? Однако и в этом деле есть тонкости. Например, винные бокалы принято держать за ножку, причем делать это нужно 3, 4 или 5 пальцами. С бокалами для шампанского действуют те же правила. Есть нюансы и в том, как следует держать чашку. По правилам этикета просовывать пальцы в ручку от чашки не стоит. Правильнее сжать ручку 3 или 4 пальцами. Это не самый удобный способ, однако при грамотной сервировке чашки для кофе и чая не тяжелые. Не бойтесь их уронить. Для верности можно потренироваться дома, чтобы в ресторане продемонстрировать свои безупречные манеры. У многих из нас понедельники вызывают признаки тоски и тревожности. Ну, во-первых, нам очень сложно после выходных настроиться на рабочий лад. Но благо все в наших руках и только в нашей власти сделать понедельники не такими страшными.
Мало того, что понедельник не особенно хорош сам по себе, он нередко портит нам выходные. Психологи даже придумали специальный термин «воскресные страхи». Его используют, чтобы описать состояние беспокойства и печали, в которое мы погружаемся перед началом рабочей недели. Однако понедельник не обязательно должен быть ужасным днем. Недавно появилась новая техника Minimum Monday, которая позволяет пережить его без потерь, а со временем даже полюбить. Итак, как должен выглядеть понедельник на минималках? Идея концепции заключается в том, что в понедельник ты позволяешь выполнять себе только те задачи, которые точно нельзя отложить. Иными словами, не обязательно реагировать на все электронные письма. Выбери лишь те, которые завтра могут превратиться в тыкву, если на них не ответить. В результате твой первый рабочий день после воскресенья превратится в своеобразный компромисс. С одной стороны, ты не сидишь без дела, с другой стороны, не чувствуешь себя к вечеру измотанной и опустошенной. Лови дополнительный бонус. Ты получишь достаточное количество времени на по-настоящему важные и актуальные задачи, отложив все остальные. Что делать, если минимальный понедельник тебе не подходит, потому что абсолютно все дела срочные? В этом случае облегчи себе оставшуюся после работы часть дня. Купи готовую еду, отложи мытье посуды, перенеси на другой день тренировку, не общайся с токсичными родственниками. Все это поможет тебе не выгореть к пятнице. Еще 5 способов облегчить понедельник. Запланируй на понедельник что-нибудь приятное. Не обязательно устраивать масштабное мероприятие вроде похода в театр. Иногда достаточно просто купить свое самое любимое пирожное на завтрак. Реже заходи в соцсети. Слишком много людей по понедельникам плачутся в них о том, как тяжело дается им первый рабочий день недели. Напоминай себе о приятных событиях в будущем. Например, всего-то через 4 дня наступит пятница, а сам понедельник так и вовсе закончится уже завтра. Напомни себе, что любишь свою работу. Если вдруг никакого восторга она не вызывает, то просто подумай о том, что жить на пособие по безработице было бы еще печальнее. Живи по графику. Рутина облегчает жизнь, так что спланируй день. Реши, когда и что будешь делать. И не забудь заложить на каждое дело время по максимуму. Пункт «Уберу квартиру», на который выделен только 1 час, только погрузит тебя в уныние при попытке воплотить его в жизнь. Любите каждый день, не любите себя и проживайте каждый день, как в первый и последний раз. А теперь предлагаем вам посмотреть на пейзажи, похожие на сказку. Пейзажи современного испанского художника Педро Ролдана насыщены яркими, сочными красками. При этом нельзя сказать, что картины художника выглядят броско. Вовсе нет. Уникальное чувство цвета у художника создает завораживающий, притягивающий взгляд пейзажа, где кроме яркости также есть и целостность восприятия, ощущение тишины, покоя и уединения. Давайте немножко посмотрим. Пессимизм, тревога, раздражительность говорят о том, что вы поддались осенней хандре. Согласно статистике, пик проявления депрессивных состояний приходится на сентябрь и на середину октября. Значит, самое время выяснить, что же с нами происходит. Сезонная хандра или истинная депрессия. Как ее отличить, об этом нам расскажет наша постоянная уже гостья Алена Шкулепа, семейный психолог. Алена, доброе утро. Очень доброе рада утро. вас видеть. Ну, для многих из нас, да, окончание лета, наступление осени, холодного времени года, да, знаменуются вот как раз-таки депрессивным таким состоянием, да. Как же не захандрить в такое время? Ну и самое главное, как отличить, да, обычную хандру от истинной депрессии? Ну, начнем с того, что истинная депрессия – это официальный медицинский диагноз. И для того, чтобы ее установить, нужно же, конечно, сходить к врачу и получить этот диагноз. Потом, если говорить о депрессии, то это, конечно, длительное подавленное состояние, из которого человек просто не может выйти. То, что касаемо сезонных каких-то моментов, очень часто говорят, что хандра осенняя, но она на самом деле бывает еще и в конце зимы, особенно у нас в Якутии, потому что все прям уже хотят солнышко, а никак это солнышко не выходит. После 9 месяцев. После, да, нескольких холодов.
и самое главное, туманов. И, конечно же, вот такая сезонность присутствует. Но, тем не менее, совсем недавно общалась с коллегами из другого региона, и была тоже проведена некий такой статистический срез, что, например, именно депрессия как заболевание сейчас все-таки не имеет сезонности. Это вот просто заболевание. А хандру мы можем испытывать вообще-то в разное время. И знаете, когда у нас лето не очень теплое, мы тоже там сильно не радуемся на самом деле. Поэтому отличить можно вот таким образом. Ну и еще самое главное отличие, что когда меняется какая-то ситуация, то человек совершенно спокойно воскресает и бежит дальше выполнять все свои задачи. А есть ли какая-то профилактика, вот как не захандрить, как себя настроить правильно, да, избавить от этого? Знаете что, вот есть такая чудесная фраза, которая мне очень нравится. Многие знания, многие печали. Да? Вообще очень у многих хандра возникает просто потому, что люди знают, что скоро осень и скоро хандра. Не все подвержены вот влиянию именно такому. Кто-то вообще просто осень не обожает, потому что не любит жару. И вот это самое вкусное время, бабье лето, когда уже прохладненько, все вокруг очень, между прочим, яркое и цветное, и солнышко еще светит. Вот дай бог, у нас тоже будет сухая осень, будет вообще замечательно. Но вот для тех, кто действительно этому подвержен, во-первых, он об этом знает. И если он об этом знает, значит, он может к этому подготовиться. Каким образом готовиться? Во-вторых, в-первых, знаете, что очень часто люди замечают? Очень много хочется спать. Так вот, надо спать. И вся ситуация сложность заключается в том, что очень многие из нас себе спать-то вообще-то не разрешают. Во-первых, кто-то говорит о том, что ну, вот мы совы, поэтому у нас не получается. Начнем с того, что на самом деле это не физиологическое состояние. Сова – это приученное состояние. И человек может из совы вообще-то превратиться в жаворонка, потому что изначально все дети вообще-то очень рано просыпаются. Да, я тоже по себе знаю, мне тоже казалось, что я такая сова-сова. Сейчас там встать в 7 утра совершенно без будильника, никаких проблем не возникает. То есть нужно давать себе возможность по-настоящему выспаться. Есть еще один чудесный, замечательный метод, который не так давно открыт, это светотерапия. И это вот для людей, которым не хватает света, можно купить специальную лампу, их можно найти в интернете, и каждое утро принимать световые ванны. То есть, когда пьешь кофе, включать эту лампу, и как цветочек под ней... То есть при свете, да? При свете, как цветочек под ней немножечко понежится. Мозг считывает это как солнышко, и на самом деле запускает все те же самые механизмы, которые позволяют дальше прям так очень активно бегать и быть продуктивным, несмотря на то, что за окном уже так серовастенько. Ну вот как избавиться, да, от таких неприятных состояний мы поговорили. А как понять, вот, что со мной происходит? Как определить, что вот со мной происходит сейчас вот на данный момент хандра? Как я это должна понять? Хороший вопрос вы задали. Здесь очень важно вообще изначально развивать наблюдательность за собой. Да, вообще, когда человек отличает, какую эмоцию он испытывает, да, вот, когда ко мне люди приходят, я, например, очень часто даю такое прям очень простое задание. Взять и поотслеживать в течение дня вообще, что со мной, и дать этому наименование хотя бы. Вот когда есть эта насмотренность за собой, тогда человек, на самом деле, он в хандру сильно не входит, потому что он понимает, вот сейчас это про это, вот сейчас это про это, а сейчас это про это. И вообще есть такое, ну, такое выражение про депрессивные эмоции, или про плохие эмоции, или про печальные эмоции. Вообще там эмоций нет оценки, они не хорошие, не плохие. И мы все испытываем грусть, апатию, у нас появляются какие-то такие вот неприятные ощущения, но это совершенно не говорит о том, что это вот, ну, все, я захандрил. Между прочим, хандрить можно несколько месяцев, а хандрить вообще-то можно 5 минут всего лишь, потому что у нас там жизнь говорит, так, ну, похандрила, все, 5 минут, все, я пошла там завтра дохандрю, мне как-то сейчас не очень некогда. Поэтому вот если вы обладаете наблюдательностью за собой, и вы про себя понимаете, вы четко отделите, что на самом деле происходит. Но если нет возможности, приходить к психологу, что точно поможет определиться, что же с вами на самом деле. Но многие психологи вообще говорят, что то есть испытывать какие-то вот негативные эмоции, мысли, да, это нормально, это даже необходимо. Это не просто нормально, так у нас биология создала. Это, вы знаете, как очень трудно оценивать нормально. Нормально это равносильно, знаете, как оценивать, хорошо, что у меня есть нога, или плохо, что у меня есть нога. Это часть нашей жизни, конечно.
Мгм. Ну, вообще, вот в одном из прошлых эфиров, да, мы с вами говорили о том, как настроить ребенка к школе, да, психологически, да. Вот взрослым тоже после летних отпусков, после сезона отпусков, да, сложного. Чаще всего это происходит осенью, снова возвращаться на работу, да, грустно, плохо, не хочется никого видеть, ни с кем общаться, да, настраиваться как-то на работу. Вот какие бы рекомендации дали для нас, взрослых? Для вас, взрослых, для нас, взрослых. Смотрите, когда такие эмоции очень ярко возникают, когда человек на самом деле работает не на своем месте. И когда ему не хочется не просто на работу возвращаться, а именно на эту работу возвращаться. И это другой аспект. С другой стороны, у нас у каждого есть адаптационный период. У нас в организме, в мозге есть адаптационная система. И она у каждого по-разному срабатывает. Кто-то очень быстро входит, а кому-то нужно время. Вот когда человек, опять же, наблюдает за собой, понимает, что сейчас ему неделю-две нужно будет входить, нужно к этому процессу подготовиться. Во-первых, очень важно приезжать заранее. У нас очень часто вот ночью самолет, утром я уже на работе. О какой адаптации идет речь, когда ты вообще очень плохо соображаешь? Перемена времени, климата и так далее, и так далее. Нужно дать себе эту возможность на акклиматизацию. Я в свое время, когда работала в компании, спасибо моему чудесному руководителю, она мне давала возможность приезжать за день хотя бы до командировки и уезжать чуть позже, потому что вот эта возможность была немножечко хотя бы там войти в эту историю. И это позволяет быстрее и качественнее это сделать. Легче. Плюс ко всему, поберечь надо себя в этот период адаптации. Где-то дать себе возможность полениться. Мы же люди такие заряженные, нам же если бежать, то прям вот пока не упадешь. Вот побыть в этом, даже в каком-то вот этом вот режиме отдыха, вот все равно там условно был завтрак, обед и ужин. Пусть это будет завтрак, обед и ужин, пусть немножко в других условиях. И тогда вы потихонечку в это войдете совершенно спокойно, и вам станет приятно. Но вообще в серьезных компаниях все понимают, как сложно это, и чаще всего немножечко там дают человеку адаптироваться, довести его. То есть обязательно адаптация, она необходима, хотя бы день. Дело-то в том, что не то, что она необходима, так у нас организм создан, нам же как-то надо успеть переключиться и встроиться. Алена, огромное вам спасибо за ваши практичные советы, всегда действуют. Спасибо вам огромное. Спасибо вам тоже вам. не хандрить и никому не хандрить. Я очень люблю, поэтому для меня это совершенно чудесный период. Спасибо большое. Спасибо, отличного дня. Ну а далее я передаю слово нашим коллегам. Спасибо коллегам, а мы продолжаем. 11 сентября на календаре начинаем новую рабочую неделю. Астрологи отмечают, что сентябрь несет более расслабленную атмосферу по сравнению с предыдущим месяцем. Месяц благоприятен для людей творческих или креативных профессий, а также любых сфер, где требуется вдохновение. О том, каким будет середина сентября для каждого из знаков зодиака, расскажет наш гороскоп. Овны. Удача будет сопутствовать овнам во многих начинаниях. Будьте готовы к активному и порой напряженному режиму. Используйте каждую перспективную возможность. Выходные по возможности проведите за городом. Тельцы. В течение недели звезды рекомендуют тельцам выделить немного своего драгоценного времени, чтобы привести все дела и документы в порядок, завершить начатые проекты, подвести итоги, отдать долги, разобраться со своими обязательствами. Близнецы. Звезды советуют близнецам максимально ограничить общение с начальством или важными партнерами. Ваше иногда вызывающее и надменное поведение может спровоцировать их на кардинальные действия, направленные против вас. Погрузитесь с головой в текущую работу, никак не реагируя на внешние раздражители. Раки. Ракам необходимо творческое вдохновение, и почерпнуть его вы сможете, посещая новые интересные места, общаясь с неординарными людьми. Рутинная и скучная работа будет вызывать внутренние протесты, поэтому по возможности разнообразьте свою повседневность. Львы. Приобщитесь к искусству. Занятия танцами или рисованием откроют перед вами новые грани. На четверг-пятницу планируйте важные встречи и переговоры. В этот период львы будут способны отстоять любые интересы и извлечь максимум выгоды. Девы. Ваши пламенные речи смогут покорить абсолютно любого человека, независимо от его статуса и ранга. Важные встречи и разговоры окажутся в этот период невероятно удачными, а главное результативными. Ближе к выходным девам нужно снизить свою активность, чтобы позволить организму восстановиться.
Весы. Не берите на себя новые финансовые обязательства, ведь справиться с ними вам будет достаточно сложно. Повседневную серость привычных действий привнесите немного красок, иначе рискуете впасть в депрессию и принять поспешные решения, которых в скором времени сильно пожалеете. Скорпионы. В течение этой недели для скорпионов особенно важным будет чувствовать себя частью общества. Избегайте одиночества, это негативно отразится на ваших эмоциях и внутреннем состоянии. В первой половине недели, правда, звезды рекомендуют все же ограничить свой круг общения надежными и проверенными друзьями. А вот во второй половине смело знакомьтесь с интересными личностями. Стрельцы, сейчас вы находитесь на пороге стремительных изменений в своей карьере, а от ваших решений и поведения зависит то, какими они будут. Со второй половины недели ограничьте потребление тяжелой, жирной пищи и сладкого. Поберегите свою пищеварительную систему, которая из-за неразборчивости в питании может оказаться под ударом. Козероги, больше времени на этой неделе уделяйте домашним и личным делам, семье. Попробуйте немного освежить интерьер своего жилья, мелкие элементы декора придадут ему уют и новизну. Водолеи. Рабочая нагрузка будет всячески отвлекать водолеев от домашних хлопот и быта, что может вызвать некоторое негодование со стороны домочадцев. В таких ситуациях не делайте вид, что не замечаете их недовольства, попробуйте объяснить, почему так происходит. Поверьте, после искреннего разговора вы не только избавитесь от претензий, но и получите невероятную поддержку. Рыбы. В отношениях с коллегами соблюдайте субординацию, и даже если вы являетесь друзьями в жизни, помните, что рабочие отношения не должны переходить определенные грани. Именно по этим критериям может быть оценен ваш профессионализм. Ну а перед тем, как отпустить вас в новый день, в новую рабочую неделю, в понедельник, давайте еще раз ознакомимся с прогнозом погоды. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила от 0 до 3 градусов. В заречной группе от 1 до 5. В южных от 0 до 1, в Вилюйской группе от 0 до 3 градусов. В Нижнеленских 1 и 5 со знаком плюс. В западных самая холодная температура была зафиксирована в Ленске и Мирном, это до -3, и плюс 4 в Алекминске. В Колымо-Эдигирской группе от 0 до +7, в Янских -7 в Батагае, Алыта и +1 в Батагае. На северо-западе от 2 до 7 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха составила 3 градуса, а сегодня днем ожидается без существенных осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов тепла. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам сегодня отличного дня, конечно же, хорошего настроения. Не грустить, не хандрить. Увидимся с вами завтра в это же время в «Утро Якутии».